Добрый день! В эфире шоу «Первый на кухне». Сегодня у нас новая четверка, и каждый из них лучший на своей кухне и пришел сюда только за победой. Им предстоит показать все, на что они способны, ведь в полуфинал пройдут только двое. Единственная девушка сегодняшнего тура, Марина Иванова, всю жизнь посвятила себя туризму. Больше всего на свете любит путешествия, а также постигать различные секреты кухонь мира. Всегда привозит с поездок традиционные местные приправы и соусы. Любит работать со сложными рецептами и не боится незнакомых блюд. Юрий Забегин, женат, двое сыновей, спортсмен, мастер спорта по дзюдо. Готовить нравилось всегда. Экспериментировать, находить новые рецепты, соусы, превращать весь процесс произведения искусства – главное хобби нашего героя. Василий Зырянов – отец троих детей, ведущий культурно-массовых мероприятий, режиссер эстрады и театрализованных представлений. Любит турпоходы, охоту, рыбалку и тренажерку. Обожает кататься на мотоцикле, путешествовать и знакомиться с кухней разных народов и стран. Готовить любит, но лишь изредка балует близких своими кулинарными шедеврами. Михаил Лебедев – любимый муж и заботливый отец. Готовить начал еще в детстве и в своих мечтах видел себя в белом кителе и поварском колпаке. С годами детская мечта поменялась, и сегодня Михаил инженер-геодезист. Но это никак не повлияло на любовь к готовке. Наш герой также обожает открывать новые рецепты и пробовать новые блюда. Борьба за право пройти в полуфинал продолжается. По условиям проекта участникам предстоит приготовить 2 блюда. Но что же будет сегодня в меню? Участники, добрый день! Здравствуйте! Сегодня вам предстоит продемонстрировать свои кулинарные способности на практике. И прямо сейчас вы узнаете, что у вас сегодня в меню. Вы готовы? Да. Мне кажется, сегодня первое блюдо у нас будет горячее, что-то из мяса, и второе какая-нибудь закуска, либо салатик. Я так думаю, будет горячее блюдо обязательно, и, надеюсь, свинина. И второе, только бы не мучное. Вообще бы не хотелось что-то готовить из теста. Короче, мясо, да, какой-нибудь стейк зажаренный, да, такой, да? Такой medium rare, да? Как правильно, да, сказал? Rare, да, говорится? Или R, как говорится? Medium rare с каким-нибудь гарниром. И чего я готовить абсолютно не умею, да? Неизвестность. Вот что напрягает всех участников. Ведь каждый участник приходит без заготовок и даже планов. Все карты по меню раскрываются только, когда включаются телекамеры. Пришло время узнать задание. Итак, участники, сегодня вам предстоит приготовить пельмени и курицу. Как вы будете готовить курицу, решаете только вы сами. Курицы вы готовите как минимум 1 гарнир и готовите 2 соуса к обоим блюдам. Я напоминаю вам наши правила. Вам дается ровно 90 минут на все. За это время вы должны успеть приготовить основные блюда, гарнир и соусы к ним. Эксперты будут учитывать время приготовления, вкус и сервировку. Каждому блюду вы должны приготовить по 2 порции. Ни один участник не смог и близко предположить, какими блюдами эксперты решили испытать их мастерство. Никто не ожидал услышать в меню пельмени. Ну, пельмени вообще легкое блюдо, так-то вообще его в 3 секунды можно приготовить. Но дело в том, что я никогда не готовил пельмени сам, а лепил только с мамой в детстве. Да, я не хотел готовить естественно, но в принципе пельмени я уже ранее готовил, поэтому я думаю, что мне должно получиться.
Вообще-то пельмени это мое любимое блюдо, но я, честно, никогда в жизни не готовила пельмени. Не знаю, посмотрим. Можно в магазин сходить? Эксперты строги к участникам и не перестают удивлять наших кулинаров. По традиции, прежде чем подойти к общему столу за ингредиентами, вы должны будете пройти жеребьевку. Вы набираете из общего стола все, что вам необходимо для приготовления теста, гарниров и соусов. На все вам дается ровно 1 минута. Пожалуйста, подходите за номерами. Вы подойдете к столу первым. Поздравляю. Ну, мне повезло, мне достался первый номер, так что курицы я сделаю клубнично-апельсиновый соус и к пельменям, не знаю, какой-нибудь более нежный, сливочный. Можно перетянуть? Нет. У вас 4-й номер. Я им даю фору, да, как сказать, да? Да. Что-нибудь хотел бы приготовить. Что останется? Мука, яйца, потом чеснок, сливки понадобились бы, грибы. 2-й. Обязательно я бы взяла тыкву, мед. Из приправ я увидела там розмарин, тимьян. Их тоже обязательно надо взять. Мне кажется, можно что-то поэкспериментировать с пельменями. Так, обязательно муку надо взять для пельменей. — 30 секунд осталось. 5, Сахар обязательно. 4, 3, 2, 1. Стоп. Время вышло. Так, у нас есть 1 минута. Сливочный соус у нас забрали, так что берем 2 картошки, это лук, знаем, желтый этот, морковку, обязательно грибы, капусту. 30 секунд. Быстро соусы. 5, Что 4, еще нет? 3, 2, Апельсинку. 1. Стоп. Побольше, на всякий случай. Помидоры, чеснок, капусты возьму, грибов немножечко. 30 секунд. Еще возьму. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Так, я, извините, никому ничего не буду оставлять. Это надо штуку, наверное, да? Бутылка. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Василий, по условиям вы можете забрать только то, что вы положили на свой поднос. Но? А что не сказали-то вначале? Я бы все на поднос загружал. Это шутка, можете все забрать. Да? Живем, ребятки! Итак, вы взяли все, что вам необходимо для приготовления. Эти продукты только ваши. На столе с ингредиентами нет ни одного лишнего продукта. Весь список тщательно формируется экспертами шоу. Сумели ли наши кулинары разгадать и собрать состав того самого блюда, который сможет стать лучшим в сегодняшнем туре? Сливки забрал Михаил, соевый соус тоже забрал Михаил. Поэтому я думаю, все не так уж и плохо. Главное, соль есть, яйца есть, мука есть. Только я не знаю, чем я сахар взяла, еще смешала с солью. Ну, практически все, что мне необходимо. Практически только я винный уксус перепутал с оливковым маслом. У меня нет масла. Ну и нет сливок для соуса, который я хотел сделать. Все досталось Василию, последнему номеру, но у меня есть для соуса главные ингредиенты соевый и сливки. Получается, надеюсь, с кем-нибудь обменяюсь. Как показывает практика, у крайних по итогам жеребьевки самый богатый стол с ингредиентами, и все они были щедры, охотно делясь с коллегами по кухне. Но продолжит ли эту негласную традицию Василий? Забрал все.
Но если думают соперники, то, что я с ними буду делиться, то они глубоко ошибаются. Участники, желаю вам удачи. И ваши 90 минут начинаются прямо сейчас. Только победа и ничего кроме. Идти вперед и никогда не сдаваться. Я так вижу, я свободный художник. Вот так вот можно сказать. Только вперед, только к победе. Режим «Успеть за 1,5 часа» запущен. На нашей кухне вновь забурлила жизнь. Участники набрали продукты и приступают к заданию. Но, как оказалось, рецепт теста знает один лишь Юрий. Он сегодня главный по пельменям. Что ты будешь готовить? Пельмени изначально. Не, ну понятно там. Ну какие пельмени, вареные, жареные? Вареные. Вареные? Ну, По тесту что? Какие там нововведения есть? никаких мука. Яйцо, соль, вода. На самом деле тесто для пельменей одно из самых простых. Главное в этом деле – ловкость рук и раскатка. Самое главное в приготовлении пельменей, чтобы участники смогли тонко раскатать тесто и чтобы пельмени сохранили свою форму и получились, чтобы они внутри сочные. Получатся ли пельмени такими, как ожидают эксперты? Всем ни пуха, ни пера. Чёрт. Тесто вместе. Так. Добавляем муку, да? А вам точно хватит муки, ребят? Конечно, хватит. Что-то Каким должно быть тесто? эластичным, тянущимся, чтобы легко раскатывалось. У вас получается? Сейчас получится. У тебя сколько там этого теста получилось? Ну вот, Это с одним яйцом. с одним яйцом, ну. А как его типа, пробовать, да? На соль, типа? Ничего, нормально? Короче, все. Тесто готово. Переходим к фаршу, да? Если Юрий остановился на традиционных русских пельменях, то Михаил решил отличиться. Дома мы готовим гёдза, японские пельмени получается, но тесто у меня жена делает всегда. Так что я по памяти тесто делаю, не знаю, получится или нет. Но, как оказалось, поклонником азиатских пельменей является не только Михаил. Марина планирует подать на дегустацию китайские пельмени. Что ж, интересный выбор. Сейчас делаю тесто для пельменей, которые совершенно не умею делать. Но посмотрим. Пельмени я буду делать китайские, потому что я нашла капусту, случайно взяла эту капусту, добавлю лук. Так, что я говорю громко, чтобы там слышали. Добавлю лук, капусту и соевый соус. А как дела у Василия? Сможет ли он повторить весь процесс от и до, полагаясь только на детские воспоминания? Традиционные, обычные пельмени домашние. Как это называется? Домашние, да? Или как? Как готовила мама? Как готовила мама. Ну там гораздо проще было. Мы, короче, вручную их не готовили. У нас такая была, типа, железка такая с дырками. И мы, короче, туда... Как? Пельменница? Ну да, типа пельменница, короче. И мы туда всю эту штуку скидывали. И, короче, дырки делали там. Дырки делали. Тесто на тесто, короче. Типа все. А тут надо тесту дать отдохнуть. Самое вкусное блюдо, которое я вообще когда-либо пробовала, это было в Малайзии. Мы были на острове Лангкави, нас знакомый местный малаец ночью отвез в какое-то место. Мы вообще ехали в темноту, в какую-то глубь. Мы подъехали, по-моему, к берегу. Он сказал, там очень вкусно. Но мы, короче, очень сомневались, заходим, там, получается, стоят 3 деревянных стола, какой-то сомнительной внешности, то ли повар, то ли официант. Ну ладно, раз нам вдруг сказал, что все вкусно здесь, то все вкусно. Получается, на стол постелили огромный пергамент и просто выложили морепродукты в самом вкусном томатном соусе. То есть просто они все это взяли и на стол все выложили, и мы оттуда все ели. Это были самые вкусные морепродукты, которые я когда-либо пробовала. Они были в таком немного
остро-томатном соусе. Я пыталась повторить это, но у меня не получалось. Пока Марина вспоминает о своих путешествиях и тратит драгоценное время, мужчины уже вырезают формы, включив всю изобретательность. Ведь пельменницы в распоряжении у них нет. Приступили к пельменям? Да, пытаюсь сделать кругляшки, так нечем сделать. Вырезаю. Посмотрим, что из этого получится, конечно. Какая-то своя технология раскатывания, да, я вижу? Чего? Ну, кругляшки делать, и из кругляшков делать, и жать, и... А что делать? Нет уже этого. Чего? Стаканчика. Что вы делаете? Женская находчивость не знает границ. Почему это пельмени должны быть обязательно круглыми? Ведь необычная подача может сыграть на руку и даже стать путевкой в полуфинал. Или все-таки нет? Вариант, конечно, рисковый. Так. Ладно. Вот, поняла. Сделаем вот так. Можно же квадратики делать. Можно же делать квадратики, точно. Сейчас мы это все раскатаем, сделаем квадратики. Из квадратиков сделаем пельмешки, да и все. Чё париться? Эх, Василий, что же в итоге сможет приготовить участник? Пожалуй, спортивный дух этой четверки самый сильный. Участники пристально следят друг за другом, ведь успех первого – это провал второго. Мне кажется, Михаил достойный конкурент. Он пришел со своим ножом сразу же так, заявил, что он умеет готовить. Ну, моя рука привыкла к моему ножу, получается. И он острый. Он острый. Это очень важно. Да, это самое важное. Китайские пельмени, они должны быть большими и прямоугольными. Я сделаю так, фарш. Сейчас будем делать фарш для китайских пельменей. Нам нужен лук. Чеснок мы оставим для мяса у нас. Лук. Капуста брюссельская пускай у нас будет. Соевый соус еще нужен будет. И все. Юрию не впервой выходить из нестандартных ситуаций. Даже в путешествиях мужчине приходилось варить кашу из топора. Когда мы с супругой поехали в отпуск в Таиланд, решили попробовать первый раз устрицы. Заказали порцию. У нас ребенок закапризничал, решили взять с собой их в номер. Непосредственно там попробовать. Нам все упаковали с собой, соуса, устрицы. Пришли мы, развернули все это дело, решили попробовать поужинать. Взяли одну первую устрицу, взяли, нам не понравилось, склизкая какая-то субстанция непонятная. Короче, не зашла она. Мы решили их как-то приготовить. В номере, соответственно, нет ни плиты, ничего, кроме чайника. Мы взяли все эти устрицы, засунули в чайник, в нем сварили, и уже непосредственно соевым соусом съели. Вот такой был опыт у нас. Как дела обстоят на кухне у самого тихого участника? А в чем секрет, Гёдзе? Какие там Главное особенные... начинка. Так как у меня есть соевый соус, то можно фарш мариновать, чесночка добавить, и будет начинка. У Михаила самый скромный стол. Как инженер он набрал только самое нужное. Но верны ли его расчеты? Ведь если где-то он ошибся и нужно обменять какой-то ингредиент, то ему соперникам предложить нечего. Или новые друзья все-таки его поддержат? Между тем участники приступили к лепке. На кухне воцарилась звенящая тишина. Время летит незаметно. Казалось, типа, а что за 1,5 часа-то, что-то мне сделать-то? А потом шлеп, и говорят, у тебя осталось 50 минут. Я еще ничего не готов. Что такое? Да что-то вообще стрёмно. Пельмешки без спешки, зато вкусные. Ну надо на самом деле, мне кажется, одинаковое количество начинки ложить. Да, все дело в этом.
Ну что-то у меня с каждой этой все больше и больше получается. Ты взвешивай на весах, да и все. Как вообще? Как так можно готовить нормально? У меня не самые аккуратные пельмени, но я уверена, они будут самые вкусные. Но тут же жюри оценивает не только внешний вид, но и вкус, правильно? Хоть Юрий сегодня и самый опытный по пельменям, для него это непривычное блюдо. Мужчина любит радовать родных более изысканными блюдами. Вот самый обычный ваш семейный ужин. Это какие блюда? Ну, овощной салат какой-нибудь. Ну, иногда там утиная грудка Так. обжаренная. Стейк мясной, потому что я люблю стейки. Ну, все, в основном такие. Обеду я дома редко не успеваю. Поэтому только ужин. Так, теперь нужно выразить. Пока все участники увлечены процессом, Марина продолжает ходить за ингредиентами. Мне кажется, либо девушка забыла о времени, прошло ведь уже около 30 минут с начала готовки, либо высматривает, что же происходит за другими рабочими местами. Все участники, кроме Михаила, уже варят свои пельмени. Эксперты попробуют сегодня гёдза. И что по этому поводу думают наши кулинары? Юрий очень уверенный в себе, такой шеф-повар, поэтому я больше всех боюсь Юрия. Хотя Михаил тоже вроде такой тихий, но мне кажется, он еще нам что-то покажет. И Василий, у которого преимущество, но у него есть, мне кажется, только одно преимущество, что у него все продукты. Марина, мне кажется, она тоже умеет готовить. Вкусно, хорошо. Что касается Юрия, то он чуть зажатый такой человек, но все равно он может раскрыться и раскрыться в хорошую сторону. Поэтому нужно ему всячески помешать. Вот. А что касается Марины, насчет Марины я вообще не знаю, мне кажется, она жестко выиграет. Все очень сильные, не могу выделить одного. Но Юра, мне кажется, самый сильный конкурент. Зима – это то берег ледяной, холодный и желанна только кружка горячего чая. То лед, утаивший застывшие пруды в ожидании лопат и коньков. Позднее утро и ранний закат, что на стенах рисуют узоры. И не может быть утро недобрым, без тепла и уюта в душе. Сохраните тепло с Хозмаркет. Каждый из этой четверки пришел сколько не за победы, а чтобы услышать экспертное мнение шефов. Ведь для своих близких они непревзойденные повара. Готовлю я очень вкусно, несмотря на то, что все строго по рецепту, но всем всегда все нравится. Я верю в то, что всегда верила, что мужчина готовит лучше. Так как я сегодня единственная девушка, то мне кажется, мне будет немного сложнее. Я пришел принять участие ради спортивного интереса, проверить себя, насколько я могу что-то приготовить вкусно. На первый взгляд мне показалась эта идея хорошая до того момента, пока я не пришел сюда. Но потом, когда мы с ребятами виделись, я увидел, насколько они такие, повара, имеется в виду не настоящие, а такие домашние поварята. То мне показалось то, что, с ними придется конкурировать. Я пришел сюда, чтобы проверить себя, свои навыки. В этот раз эксперты придумали для кулинаров блюдо, которое совсем не похоже на предыдущие. Казалось бы, обычные пельмени озадачили абсолютно всех. Что там стоит слепить пельмени, подумает каждая опытная хозяйка. Но ситуация, когда нет под рукой не то чтобы пельмени, цену даже элементарного стакана для вырезания формы, действительно все усложняет. Пришло время приступить к соусу. А соус, как мы знаем, это настроение блюда. Чем разнообразят участники традиционное блюдо? Они могут соусы приготовить различные. В списках продуктов у них очень много различных ягод. На основе ягод они могут приготовить кисло-сладкие, острые соусы. Но что же решили участники? К соусу первой приступила Марина. Девушка решила подать китайским пельменям сливочный соус. Как же оценят это сочетание шефы? Мы с зятем и сестрой ехали
другого города сюда, в Якутск. Отдыхали там, что-то я уже не помню, что мы ехали. То ли машину перегоняли, то ли что-то ехали. И был фильм «Поворот не туда». Вот. Видели, да, фильм «Поворот не туда»? Ужастик этот, где там всякие страшные люди ходят. И, значит, это, я не думал, что он так тяжело чистится. И мы, короче, остановились, а у нас блюдо дня было такое классное. Вот, кстати, кулинарная же такая тема. Мы ели, ну, в дороге-то особо не поготовишь. Вот, а что-то останавливаться, дорога длинная, мы ехали свыше 3000 километров, получается. И чтоб не париться и времени тратить, не останавливать, мы, короче, брали картошку, там, как она, сухая какая-то называлась, в нее воду, типа, добавляешь, и она такая вся разэтывается, вся готовится. Банку тушенки. Все это вместе скидывали и так ели, получается. Сколько дней были в дороге, так и питались. И вообще классно, мне вообще прям понравилось. Прикольно. Вот. Ну а суть истории-то в чем заключается? Я говорю сестре, она такая, давайте остановимся на покушать. Я говорю, не-не, вы что, сюда нельзя поворачивать, это съезд с дороги. Мы сейчас окажемся в этом, где-нибудь, типа как в фильме «Поворот не туда». Ха-ха-ха, посмеялись, получается, это уже вечерело, мы пока кушать приготовили, там, пока разложились, там, пока покушали, начали собираться обратно. А я в лес заглядываю, а там дом стоит в лесу прямо. Ну и прямо заброшенный такой весь. Я такой, ха-ха-ха, сейчас там как в фильме «Поворот не туда», люди выбегут и начнут нас там всяко разное избивать и убивать, и, короче, есть. Такие ха-ха-ха, посмеялись, такие быстро собрались и уехали оттуда. Прошло больше 40 минут с начала, когда был дан старт, а Михаил только замесил тесто. Может, он руководствуется правилом «излишняя суета и скорость далеко не спутники победы»? Осталось самое проблемное, это мучное, которое я говорил. Не знаю, попытаюсь успеть. Осталось только пельмени и соус к пельменям. Ну, не только, конечно, этого очень много. Надеюсь, успею. Это мы готовим соус. Соус будет у нас состоять из соевого соуса, сливок и тертого сыра. Вот все это потом у нас я планирую подогреть и расплавить, но у меня нету посуды. У меня подгорели пельмени немного. Из второго курицу положила в духовке. И все, в принципе, готово, но я не знаю. Мне кажется, у Юры очень аккуратные пельмени. Все такие серьезные. Миша вообще молчит. Мне кажется, у него там... Я даже не смотрела, кто что готовил. Ну ты больше всех ходила. А? Больше всех ходила. Потому что я бегала за ингредиентами, которые я не успела взять. Все-таки меня начинает волновать чрезмерное спокойствие и неторопливость Михаила. Он только приступает к лепке, а ведь пельмени еще нужно остудить перед приготовлением. Неужели это заявка на вылет? Между тем, до конца тура осталось совсем немного времени. А почему Миша все время молчит? Он там что-то супер вкусное готовит? Супер шедевр? А, надо же ложкой. Вася, посмотри, что Миша готовит. Миша? А вроде все начиналось так хорошо, да? Говорил больше всех там, типа, а там... У самого кривые пельмени. Кстати, мы же с тобой договаривались, что ты мне сделаешь пельмени, а я тебе дам Посмотри сначала. сливочное масло. Осталось 35 минут. У меня все замечательно, все готово. Так что 2 соуса у меня готовы, пельмени у меня варятся. Форма, конечно, не очень, но я думаю, что на вкус они будут очень вкусные. Овощи для мяса у меня готовы. Курица у меня маринуется, соус очень классный. Так что у меня все замечательно. А нет, я забыла тыкву. Сколько там осталось минут? А тыкву вообще в овощи добавляют, нет? В следующем выпуске. Все нужно дожарить, да? Или не обязательно? Можно же чуть-чуть пожарить, да? Но если честно, это первый раз я делаю тыквовый соус, но посмотрим. 3, 2, 1. Все, время вышло. Варенье просто. В подачах соуса никогда не дается на ободки тарелок. Тыква такая нежная сама по себе. Да. Пюре получается шелковистое, прям красивое-красивое, ярко-оранжевое. А у вас как будто передержали, облепив, мы думали, что такое коричневое. Уважаемые эксперты, вам слово.